Творчество – это возможность сохранить себя как личность. Кроме этого, видеть и делать что-то новое и уникальное – очень большое удовольствие. А если все это делать хорошо, красиво и качественно, да еще и собственными руками, то здесь уже речь идет об огромном таланте. В целом же творчество подобно общению с высшими силами. Однако нашей сегодняшней героине помогали еще и силы земные. Конечно же, в лице мамы и бабушки, которые всегда говорили своей дочке и внучке, что у нее непременно все получится. Это моя мастерская. Тут я шью. Это мой антистресс, да, как говорится. Если что, я тут захожу и шью. Вот это, например, я шью на заказ из бисера. Вот костюмчик шью. А так у меня муза приходит по ночам. Я сова. Поэтому, когда все дети мои спят, я захожу в свою тайную комнату и исчезаю до утра, наверное. Шью разные заказы, разные костюмы с бисером, национальные, вечерние. Когда вот сидела на декрете, очень много шила, прям коллективные заказы, индивидуальные заказы. Мало кто задумывается над тем, сколько стараний, сил, терпения и эмоций тратится на создание рукотворных шедевров. Для нашей героини рукоделие – это неотъемлемое жизненное увлечение и сакральная духовная потребность, позволяющая расширить кругозор, снять стресс, обрести уверенность в себе, завязать новые интересные знакомства и получить истинное наслаждение. Прикоснуться к миру рукотворного искусства, к тайным истокам многовекового ремесла, да и в целом к жизни научили Яну ее самые близкие и родные – мама и бабушка. Это моя бабушка по маминой линии, Готовцева Елизавета Константиновна. Слева у меня мама сидит, Васильева Анисия Дмитриевна. Родом мы из Усть-Алданского улуса, но бабушка у нас из Кобяйского улуса. А дедушка, получается, Усть-Алданский улус, село Дыгдал. Сами мы жили в село Барагонцы Усть-Алданского улуса. И вот каждое лето, каждые каникулы мы все вот с двоюродными братьями, сестрами ездили к нашей бабушке с дедушкой в деревне. И там вот проводили летние каникулы, весенние каникулы. Нас очень много было, где-то человек 8-10, еще там троюродные еще приходят. И вот всех кормила, все время она была рядом с печкой. Там был маленький домик, который мы назвали его Хоспох. И там она сидела и все время что-то жарила, готовила. Сейчас вот вспоминаю, это же тяжело, я сейчас своих так не кормлю. Она прям все лето, это считай 3 месяца, да. Потом мы идем всей селой, там детьми играем, лапта. И очень весело проводили время. И вечером, когда мы приходили домой, у нас такой большой длинный стол был. И там стояли на кефир, печенюшки и шоколадка для всех. И там сели, покушали и все, спать легли. Просыпаемся, то же самое, кто-то полы моет, кто-то посуду, бабушке помогаем. Кормили вот телят. У всех были, короче, свои дела. Кто-то за это, кто за это. Ага. И там у нас жил вот мамин старший брат и жена. И, короче, они нас всегда возили по ягодам. Прям начиная, земляника же сперва, земляника. Вот такие литровые баночки нам давали. И до обеда вот это мы собираем. Потом переходим, обедаем. После обеда тоже идем. Это тоже надо все наполнять, да? Потом еще красная смородина идет. И все ягоды мы собирали каждый сезон. И вот сейчас мне прям от этого. Я сейчас вообще по ягодам не ешь. Мне это достаточно было, да? И еще на сенокос мы ездили. Ну, у нас очень сплоченная такая семья была все время. Даже соседи очень вот
удивлялись, когда мы все к бабушке приехали. Потом у нас тут дедушкин брат жил в городе, а он иногда к нам вот приходил вот в деревню в гости, и там он подарки, там ящик яблока, ящик банана. Тогда банан то ли первый раз вообще пришел в городе или что, и мы не ели этот банан. Этот банан ушел весь корова. Сейчас же дети любят банан, а в то время мы это вообще не ели. Противный такой был, мягкий такой. И вот бабушка резала все это и к коровам. Мы в семье двое нас, у меня брат младший, и вот он был ребенком бабушки, а я была ребенком дедушки, и мы спали вот так. Я с дедушкой спала, а братик с бабушкой спал. Он был золотым, золотой, а вот старший брат мамы, у него дочка была, она была принцессой. Вот эти двое, они были вот прям бабушкиными, а я прям дедушкин. Он все время у нас газеты читал. Помню, вообще у него вообще очки такие были, вообще плотные такие. И вот так смотрел и читал все время. Он мне на ночь рассказывал про сельюкюнов. Я про сельюкюнов засыпал. По мифологическим представлениям якутов, сюлюкюны – это духи, обитающие в глубине озер и рек. По мнению автора классического труда по якутской мифологии и верованиям Алексея Кулаковского, слово «сюлюкюн» происходит от русского «шуликун» – «водяной». Выходят они из прорубей исключительно в период святок. Внешне они похожи на людей, однако отличаются отсутствием бровей и остроконечными головами. Эти духи ведут семейный образ жизни, разводят скот, богаты, умеют предсказывать судьбу. Издревле существовало поверье: подслушав разговоры водяных сюлюкюнов, можно узнать, что будет с людьми в предстоящем году. Для этого люди, накрывшись одеялом, сидели у дорог, у проруби, в пустых домах или у коновязи нежилых домов. Под такие размеренные рассказы дедушки Румянцева Дмитрия Яковлевича засыпала деревенская ребятня. Бабушка в это время брала иголку и шила. Этот навык передала она и своей внучке. Я всегда рядом с ней, когда вот летом ходили, с ней вот сидела и прям вот шила. Я даже помню, как она меня учила вот эти, унты шить. Показывала, какие швы надо там использовать. Бабушка у меня вообще шьет и шьет. Я помню, она нас одевала с ног до головы. Унты шила, шубу шила, шапки шила, все шила. Варежки. А дедушка вот привозил ей андатры, кролики, а она все это в одежду. Ничего не бросила. Да. Анна Гаврилевна, это бабушка со стороны папы. Она тоже очень шьет, но она шьет именно национальные костюмы с бисером, там вот. С крючком вязи. Вот она передала мне свое это, и бабушка тоже. И бабушка сейчас очень радуется, то, что я шью, говорит, вот. Один человек хоть в нашей семье по моим стопам пошла, говорит. Я на время зря не теряла. Использовала свой навык на все 100% даже тогда, когда один за другим стали появляться дети – Артем, Артур и Арина. Сидела по уходу, да, и в это время мама мне подарила вот швейную машинку, оверлок. Я начала потихоньку для своих шить по приемлемой цене. Потом вот, как говорится, услышали где-то. И вот глобально я начала шить 2014 года, прям на заказ. Сценические костюмы, холодая. Это обычный стилизованный холодай из сетки и фатина, а внутри готовый сарафан. И мы сделали вот как бы накидку на ысых шила.
Процесс шитья для нашей героини – это самовыражение и самореализация, вдохновение и предвкушение. Как и у любого другого ручного труда, у шитья есть потрясающие преимущества. Это процесс рождения вещи в руках, ощущение итога и завершенности работы. Ну а дальше только наработка опыта, когда количество переходит в качество. Однако, как признается сама Яна, ее опыт настолько высок, что она моментально умеет определять, стоит ей браться за тот или иной заказ. Вот, они мне отправляют обычно фотографии, которые, да, потом я же их лица не вижу, потом они приходят, я говорю, ну, скорее это не пойдет вам, да, давайте тут вот это ставим, да, и это уберем, говорю свое мнение тоже. И обычно приходят ко мне, которые вообще ничего не знают про ткани, говорят, я хочу холодает такой, как у этой, типа, например, да, из фото. Свет может не подходить кому-то. С удовольствием шью я очень эксклюзивные вот наряды. А у меня иногда вообще не приходит. Я когда отказываюсь с первого раза, тогда я не должна вот этот заказ взять. Беру, когда с легкой душой звонят. Когда-то мне звонила одна заказчица и спросила, а вы хорошо шьете? Как мне ответить? Такой вопрос, как ответить человеку, да? Ну, не знаю, ну, посмотрели мою работу там. Ну да, сказали тебя, типа, похвалили, мне порекомендовали тебя. И вот спрашиваю, а ты хорошо шьешь, да? Ну, и сразу сказала, что не, у меня много заказов, не буду брать. У Яны вся ее работа состоит из нескольких слагаемых профессионализма. Это аккуратность, внимательность, усидчивость, точный глазомер, ответственность и умение планировать. Однако самое главное – это то, что ее работы вдохновляют и незнакомых людей, и близких. Ну, я вообще времени у меня нету прям. Да, шью. Ночами шью, днем работаю, это время готовлю. Групповой заказ. Да, я еще коллективные раньше брала, когда сидела в декрете. Поэтому маму всегда звала на помощь, на подмогу, чтобы дом, детей кормить. Вот. И муж помогает, муж уже принял, да. Он сейчас увлекается вот сваркой. И вот своим детям кроватки он сам сделал, да, столы сам сделал. Тоже вот с творческим человеком живет, стал творческим человеком. Сегодня творчество для семьи Яны – неотъемлемая часть жизни. Оно сильно скрепило отношения между мужем и женой. Ну а когда взаимосвязь двух людей мотивирует обоих на новые свершения, процесс достижения успеха проходит намного быстрее и легче. Такие отношения любят оригинальный подход, неожиданность и креативность. Впрочем, и само знакомство с мужем Георгием Лугиновым было таким же необычным. Я училась с 1 по 5 класс в Мандабанском неполном среднем школе. С 5 класса обычно сильные дети переходят в Мирюнской средней школы. Да? Я вот перевелась в Мирюнскую среднюю школу номер 2 с 5 класса. И моей классной руководительницей стала Лугинова Валентина Георгиевна, которая сейчас мама моего мужа. Когда мы ездили к нашей учительнице домой, я его не видела никогда. Потом познакомились. Он в то время работал водителем главы Уселданского вуза. Ага. И вот живем. Ну, как-то я с ней сразу общий язык нашла. Она очень добрая. Вся школа ее любила. Она учила французский язык и национальную культуру.
И прямо она всегда рассказывала вот интересные истории, поэтому вся школа ее очень любила. Спортсменка, волейболистка, она сейчас пенсионерка. Я закончила там школу, поступила в Намский педколледж, но я с 1 по 9 класс очень мечтала стать учителем математики. Я очень любила математику. И вдруг в 9 классе, когда мама увидела рекламу Намского педагогического колледжа, там Зинаида Дмитриевна Панохова со своей коллекцией, и мама: смотри, Яна, не хочешь туда поступить? Смотри, ты же умеешь шить. Потом я начала уже готовиться к поступлению. Я там шила костюм. Якутский костюм с элементами конского волоса. Прям с этим я пошла поступать. И я отдала документы, вот ЕИПК сейчас, индустриальный педколледж, там отдала и в Намсах отдала. И там поступила. Потом у меня стоял выбор, в Намсах учиться или в городе. А в городе мне-то жить негде пока, поэтому в Намсах общежитие отдают. И сразу выбрала Намсы. Пришла за документами ЕИПК, они не хотели меня отпускать. Точно подумали, говорю. Я: да, ну все. И пошла туда, познакомилась очень со своими земляками, жили в одной комнате. Училась там 3 года, окончила и потом поступила в пединститут специальность технологии и предпринимательства. И там у нас на уроках технологии практиковались у самой Августины Филипповой. Там вот ровно в это время она шила костюмы, как и сама. И вот там прям мои тоже есть вклады, да, эти бисеры там, ага, вот это все шила. Даже я там краила костюм Руслана и Людмилы, поэтому очень хорошо провела вот это время. Потом я работала не по специальности, устроилась у себя в селе Барагонцы, ГУП ЖКХ секретарем. Поработала там год, и потом знакомая меня пригласила к себе в магазин тканей. И вот уже прям моя тема, поэтому сразу согласилась. Так, проработав в разных сферах деятельности, Яна поняла, что нужно развиваться и дальше. Поэтому, совмещая творчество и материнство, было принято решение поступать в педагогический институт и проявлять свои таланты уже в области образования. Вот закончила я пединститут, и потом мы учились с 4 подругами. И вот решили, куда бы нам пойти работать, а работать технолога нету. И вот одна из нас решила: а давайте в садик пойдем, воспитателями мы будем. И как раз моя тетя Румянцева Мария Николаевна, в это время она была куратором ИНПО, СВФУ, ИНПО, там вот переподготовки она учила. И там как раз был этот воспитатель и методист ДОУ. И вот мы туда поступили, тоже заочно, и учились 2 года учились, и вот сразу она мне направила вот в садики, где требуются вот воспитатели. Садик «Жемчужинка», и вот там сейчас работаю воспитателем младшей группы. Это очень сложно, оказывается. Работа и мама – это совсем другие. Там же не мои дети, там же я даю им что-то делать, их воспитывать, их учить к новому чему-то, да. Ругать-то их нельзя, и вот. Поэтому я там не такая, как здесь. А дома я строгая. Ну, бываю строгой, бываю вот доброй. Старшего я никогда, наверное, не ругала до рождения 2-го. А малышей
Ну, чуть-чуть там ругаю. Но я своих детей тоже воспитываю, требую тоже, если что-то не сделали, значит наказано. От бабушки пришло то, что мы очень самостоятельны. И мама у меня такая. Мама строгая была, да. Ой, каждый праздник мы уборки делали. Вообще вот щеткой, да, и пол мыли вот руками. А внукам она не такая была, она добрая была. Елизавета Константиновна, бабушка Яны, росла в суровые времена. Видимо, поэтому и своих детей растила в строгости. Отсюда требовательность, дисциплина, твердость и неукоснительность. Я очень требовательная, да. Уроки читает. Он на черновике сделает сперва. Я приду, да, и проверяю. Потом. Если ошибочно, тогда тоже там пишут, так потом белобит. Да? Читают, да, сказки, и мне пересказывают. Угол, если они проказничают, да, тогда я сразу: прости, мамочка. И он идет. А братик вообще стоит. Там стоит. И он такой, нет, стоял прямо. Стоит вообще. А эта сестричка придет и: скажи, пожалуйста, быстро. И давай пойдем играть. И там еще играть. Мультики были же такие классные, именно по субботам. А мама по субботам только дома была. И вот. Ну, Аян, скажи там, пожалуйста, и быстренько пойдем, уже мультики там уже. Очень любила рисовать вот именно персонажей из мультика. Вот. С детства рисовать любила. И маме вот каждый праздник вот такие открытки делала собственноручно. Сама рисовала все. В школе училась, очень любила рисовать тоже. Это я со своими коровушками в деревне, да. Это вот сенокос у нас, это брат, наверное. И вот нарисовала я бабушку свою, такая модная прям. Но бабушка очень ярко одевалась. До сих пор она очень яркие цвета любит. Вот это из лоскутков бумаги сделала. Этой поделкой я участвовала в каком-то конкурсе, по-моему. Детство Яны было незабываемым, ярким и красочным, как ее рисунки. А вот ее мама, Анисия Дмитриевна, больше времени любила проводить на природе. Ну, я природу любила, да, с детства вообще. С утра до вечера в реке Алдан. Очень красиво. Плаваем, да, очень хорошо. Ну, играли там. Это моя самая счастливая воспоминание. Мы с детства помогаем родителям. Родители держали скот, 10 голов. Папа заведующий в магазине. Мама всю жизнь уборщицей в магазине, да. Там она уборщицей до пенсии работала. Она все шила сама. Она на балалайке она играла. Очень хорошо играла. Ходила на сцену. И в концерте она обязательно. Ее обязательно приглашали. В семье неунывающей, всегда бодрой и веселой мамы Елизаветы Константиновны росло 6 детей. В отличие от остальных, дочь Анисия была домашней, скромной девушкой. После школы дояркой работала с комсомольским билетом. 2 года. После этого я поступила в Нюрбинское институт фотографом, да.
Там я учила 2 года 10 месяцев. После учебы Анисия выходит замуж за Николая Николаевича Васильева. На свет появляются 2 детей, как по заказу – девочка Яна и мальчик Аян. К сожалению, сказочное счастье продлилось недолго. В 91 году мой первый муж от болезни умер, да. Потом я сама воспитала. Помогали родители по линии мужа, и мои родители помогали очень. Примерно через 10 лет в жизни Анисии Дмитриевны появляется Василий Васильевич Решетников, который полюбил не только свою спутницу, но и с большой любовью в сердце принял ее детей. Он меня очень любил, он всегда говорил, что я дочка его. Всякие подарки он привозил, когда куда-то уехал, улетел. Потом уже добро я дала. Да, сейчас уже самый любимый дедушка моих детей, прям самый-самый. Семья – это самое уютное и теплое место на земле. И в этом месте человек счастлив по-настоящему. В семье он может расправить крылья, чтобы взлететь настолько высоко, насколько только возможно. Ведь семья – это сердце дома, это мелодия одной песни. Только там есть мечта, где все члены идут одним курсом. А этот ориентир дают исключительно мамы. Но у нас мама самая добрая, самая отзывчивая, да, самая трудолюбивая. Если про маму спросят, у меня в глазах все время, как она работает. Все время работает и работает. И такие тяжелые работы она всегда работала. Ходила по домам, раздавала эти пенсии. Да. Сейчас она самая добрая бабушка, заботливая. Но дети очень любят. Я очень люблю свою маму. Если бы не она, я не шила бы сейчас, наверное. Ее все очень любят. Весь Усалданский, село Барагонцы ее, наверное, знает, да? Какая она добрая. Самый добрый человек, которого я знаю, наверное. Спасибо за воспитание. Наша мамочка очень трудолюбивая, да? Она все сделает сама. Все. Я очень люблю свою мамочку. Моя мама – моя гордость. Я счастлива, потому что моя мама рядом. Семья подобна ветвям древа. Мы растем в разных направлениях, но наши корни остаются едиными. Так было и есть в жизни наших сегодняшних героинь. Одно поколение перенимает умения и навыки предыдущего. Старшие умело направляют, младшие гордо подражают. Ведь все они ветви единого, большого, могучего дерева, на ветвях которого всегда сидят ангелы. А если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.